день, меня зовут Айжан, я ассистент проекта Байталжир Фонда Евразии Центральной Азии. Добро пожаловать на 6-й модуль нашего онлайн-обучения в рамках проекта Байталжир. Сегодня мы поговорим с вами о работе с онлайн-сервисами в сфере туризма. Давайте сперва поговорим с вами о том, зачем нам нужны онлайн-сервисы в сфере туризма. Есть несколько причин, почему мы пользуемся онлайн-сервисами. Первое — это удобство, то есть мы можем в любое время из любой точки мира посмотреть сайт или платформу и забронировать отель, посмотреть ресторан, ознакомиться с отзывами и так далее. Второе — это скорость, то есть вся эта работа не занимает много времени. За 5-10 минут можно просмотреть варианты размещения или ресторанов, или достопримечательностей и выбрать то, что нас интересует. Третье — это доступность. Для работы с онлайн-сервисами нам нужно только подключение к сети и гаджет, то есть телефон или компьютер или ноутбук. А онлайн-сервисы в большинстве являются бесплатными. И последнее — это то, что онлайн-сервисами можно пользоваться в любом городе и в любой стране мира, в любое время суток. Если вы освобождаетесь поздно вечером, вы можете зайти на сайт и посмотреть интересующие вас варианты, при этом не беспокоив никого. Давайте посмотрим, какие есть основные онлайн-сервисы в сфере туризма. Здесь у нас перечислены самые популярные сервисы. Это Booking, TripAdvisor, Tugis, Google Maps, WhatsApp Business и Maps.me. Сперва поговорим о Booking. Booking — это сервис интернет-бронирования отелей. Это очень популярный сервис, ежедневно его посещают более 11 миллионов пользователей по всему миру. Booking является очень удобным сервисом, так как здесь можно посмотреть все варианты размещения, посмотреть даты размещения, почитать отзывы и комментарии и ознакомиться с услугами и сервисами, которые отели предоставляют. Здесь можно посмотреть даты и возможности отмены бронирования. А что касается стоимости работы в Booking, он является бесплатным для пользователей, но берет процент комиссии с владельцев бизнесов. Процент зависит от страны, от вашего объекта размещения и от того, где он именно расположен. В зависимости от этого он составляет от 10 до 20%. Здесь у нас собраны ссылки на регистрацию в Booking, на часто задаваемые вопросы и на Центр помощи партнерам. Если мы перейдем по первой ссылке для регистрации, здесь вы можете увидеть страницу, ввести ваше имя и фамилию, ваш электронный адрес и начать регистрацию объекта. Далее регистрация является бесплатной и очень простой. Вы вводите данные о вашем объекте, стоимость, местоположение и прочие данные. И дальше вы можете зарегистрировать свой объект. Следующая ссылка — это у нас часто задаваемыми вопросами. Если у вас есть какой-то вопрос касаемо регистрации или работы с сайтом, вы можете перейти по этой ссылке и найти ответы на ваши вопросы. Есть вопросы по оплате, по использованию сайта и так далее. Последняя наша ссылка — это ссылка на Центр помощи партнерам. У Booking есть партнер-хаб, где вы можете прочитать о возможностях партнерства с другими бизнесами и другие возможности этого сайта. У Booking есть определенные преимущества и недостатки. Сперва поговорим о преимуществах. Это первое — удобство. То есть сайт очень удобен в пользовании, даже если вы не сильны в компьютере, сложности не должно возникнуть. Далее это большой выбор отелей и гостиниц. Практически все отели и гостиницы стараются забронировать свой объект в Booking, так как большинство туристов в первую очередь обращаются именно к этому порталу. И последний пункт — это известность. Booking — это самый известный сервис бронирования, поэтому если вы зарегистрируете свой объект здесь, вероятность того, что к вам придет больше туристов, высока. Теперь поговорим о недостатках. Первый недостаток — это то, что сайт не несет никакой ответственности за качество услуг в отелях. Он является только сервисом бронирования. Если у вас возникают проблемы с владельцем бизнеса, отеля или гостиницы, вы решаете эту проблему уже напрямую с самим отелем. Также еще один недостаток — это то, что у некоторых клиентов возникали проблемы с возвратом денег и также при заселении. Но в целом эти проблемы возникают редко. Следующая платформа, о которой мы хотим поговорить, это TripAdvisor. TripAdvisor — это самая крупная в мире платформа о путешествиях. Ею также пользуются во всем мире, и ежемесячно ее посещают 463 миллиона пользователей. Здесь вы можете посмотреть варианты размещения, кафе, рестораны, достопримечательности, авиалинии и прочую информацию, которая вам нужна для путешествий. TripAdvisor доступен в 49 регионах и на 28 языках мира.
Если вы находитесь в Казахстане, вы можете выбрать русский язык и также можете выбрать валюту тенге. Вот так выглядит главная страница сайта. Здесь вы можете выбрать отели, развлечения, рестораны и так далее. Сюда вы можете вбивать город или населенный пункт, который вы ищете, или название кафе или ресторана или другого объекта. TripAdvisor является бесплатным сайтом. Здесь вы можете написать отзыв или добавить место. Для владельцев объектов вы можете перейти в самый низ сайта, выбрать кнопку «Владельца объектов» и зарегистрировать свой объект. Регистрация является бесплатной. Вы можете добавить местоположение, название компании и другие данные. Теперь давайте поговорим о преимуществах и недостатках. Первое преимущество – это то, что на сайте есть большая база отелей и гостиниц. Второй, сайт очень удобен в использовании. И третий, сайт является бесплатным. Теперь о недостатках. Этот сайт работает только онлайн. Также периодически возникают проблемы со скоростью и загрузкой сайта. Следующая платформа — это 2GIS или 2GIS. Она очень популярна в Казахстане. Ею пользуется очень много людей. Это является картографической компанией, которая выпускает электронные справочники в городах России и некоторых других стран. На данный момент в 2GIS есть информация о более чем 20 тысячах населенных пунктов в 12 странах. Каждый месяц эту платформу посещают 55 миллионов пользователей. Мы добавили в презентацию ссылки. Первая ссылка вам показывает карту города. Допустим, здесь вы видите карту города Алматы. И здесь вы можете найти какой-нибудь объект, который вас интересует. Здесь есть разные разделы, как вы видите. Это объекты общепита, аптеки, торговые центры и так далее. Также в 2GIS можно выстроить маршрут до вашего объекта с точки А до точки Б. Второй сайт показывает вам возможность зарегистрировать вашу компанию. Регистрация тоже является бесплатной. Вы вводите данные, которые у вас здесь запрашивают. Допустим, это город, название вашей компании, сфера деятельности, ваш сайт, электронный адрес и прочее. Здесь вы видите возможность рекламы в 2GIS. Если вы хотите, чтобы о вашей компании узнали больше людей, вы можете заплатить за рекламу, и тогда ваша компания будет выходить в топе запросов, и больше людей узнают о существовании вашей компании, могут написать отзывы и прочитать комментарии. Здесь вы можете увидеть тарифы, что в них входит, и стоимость каждого тарифа в месяц. Теперь к преимуществам 2GIS. 2GIS является самой популярной компанией в Казахстане. Ею пользуется очень большое количество человек. И он очень удобен и прост в использовании. У 2GIS также есть некоторые недостатки. Первое – это то, что некоторые населенные пункты не включены в список. Допустим, если мы говорим о географии нашего проекта Байтакжер, Кургалжинский и Сандыктауский район можно найти на карте, но нельзя найти кафе, рестораны, отели и прочие объекты. Второе – это то, что длительность поездки не всегда рассчитывается точно, поэтому лучше учитывать дополнительное время. И третье – это то, что выстроить маршрут можно только онлайн. Следующая платформа – это Google Maps. Это картографический сервис компании Google. Им пользуются во всем мире, и ежемесячно его посещает более 1 миллиарда человек. Вот так выглядит карта города. Вы можете найти ваш город или какой-то конкретный объект. Здесь также есть категории: рестораны, гостиницы, развлечения и прочее. Также здесь показывает информацию о пробках и о погоде. Преимуществами Google Maps является то, что они очень удобны для автомобильных путешествий, и его можно использовать во всем мире, в отличие от 2GIS. Недостатком является то, что он работает только онлайн, и он не так популярен в Казахстане. Также он может содержать неактуальную информацию о некоторых объектах. Еще один сервис, о котором мы хотим поговорить, это WhatsApp Business. Все мы знаем, что такое WhatsApp, все мы им пользуемся ежедневно, но у большинства из нас наш персональный аккаунт. У WhatsApp также есть отдельное приложение для бизнеса. Это мессенджер для предпринимателей. Какую информацию можно включить в WhatsApp Business? Сюда можно включить часы работы, ваш адрес, номера ваших телефонов, адрес сайта, вид вашей деятельности, витрина товаров и услуг. Туда можно добавить цены, фотографии и прочую информацию, а также автоматические ответы. Здесь вы видите скрины с некоторых инструментов для бизнеса. Здесь, допустим, профиль компании. Можете добавить адрес, часы работы и сайт, каталог, автоматические ответы, быстрые ответы и также ярлыки для ваших клиентов. Здесь вы можете увидеть разницу между пользовательским аккаунтом и бизнес-аккаунтом. Допустим, в пользовательском аккаунте у вас есть только фотография, телефон и сведения. В
В бизнес-аккаунте информация намного шире. Вы можете увидеть фон профиля, название организации, сферу деятельности, отметку «Бизнес-аккаунт», каталог, информацию о компании, время работы, адрес и адрес сайта. Преимущество WhatsApp Business. Приложение является бесплатным. Вы можете его скачать и для iOS, и для Android. И клиент может получить всю информацию о вашей компании. Также клиент может увидеть отметку «Бизнес-аккаунт». Можно приглашать в чат по QR-коду. Недостатки WhatsApp Business. Вы не можете использовать одновременно один номер и для пользовательского аккаунта, и для бизнес-аккаунта. То есть для вашего бизнес-аккаунта вам нужно будет приобрести другой номер. Еще одним недостатком является то, что вы не можете установить приложение на несколько устройств с одним номером. Теперь мы хотим показать вам приложение. Также все эти платформы можно скачать на ваш телефон и посмотреть с телефона. Первый сервис – это Booking. Вот так выглядит главная страница. Вы можете посмотреть жилье, авиабилеты, аренду автомобилей и так далее. Когда вы нажимаете на эту кнопку, она переходит на эту страницу, где вы можете зарегистрировать жилье на сайте. Он перебрасывает вас на сайт, где вы можете выбрать эту функцию. Следующее приложение – это TripAdvisor. Вот так выглядит главная страница. Здесь вы можете посмотреть отели, рестораны, форумы и прочее. Можете создать свою учетную запись, где вы можете посмотреть предпочтения, то есть язык, валюта, единицы измерения и прочее. Нажав на эту кнопку, вы можете добавить недостающее место. Это может быть населенный пункт, кафе, ресторан, достопримечательность и прочее. Следующее наше приложение – это 2GIS. Я думаю, 2GIS пользуются многие, но опять же здесь нету всех населенных пунктов. Чтобы добавить свой объект, вы прокручиваете экран вверх, и здесь есть команда «Добавить организацию». Можете туда нажать и ввести всю информацию о вашей организации. Название, сфера деятельности, телефон, сайт и так далее. Далее вы отправляете ваш запрос, нажав на кнопку «Отправить». Еще одно приложение – это Google Maps. Вот так выглядит ваша карта. Здесь также вы можете искать объекты. Чтобы зарегистрировать свой объект, вы переходите сюда, и здесь есть команда «Добавить свою компанию», где вы можете также разместить информацию о вашей компании. Вот здесь вы можете бесплатно добавить информацию о вашей компании, нажав на кнопку «Создать» и начать регистрацию. Также есть сервис под названием Maps.me. Это офлайн карты, то есть они работают офлайн. Но он в использовании не так удобен, как Google Maps или 2GIS, и не так популярен. Его вы также можете скачать для вашего телефона. На этом все. Большое вам спасибо за внимание. Здесь вы можете увидеть наши контакты. Это сайт нашего проекта, мою электронную почту и Instagram нашего проекта. Можете заходить и ознакомиться с более подробной информацией о проекте Байтагжир. Надеюсь, эта информация была полезной, и вы сможете использовать эти онлайн-сервисы в вашей работе. Желаю вам удачи в вашем бизнесе и до скорой встречи!